Доброе утро всем, кто начинает свой день вместе с нами. На календаре у нас понедельник, 23 мая. Это утро с вами встречаем мы, Руслан Ачиров и Полина Долинская. Сегодня в нашем эфире мы расскажем очень многого, что происходит на территории нашего города и на территории нашей республики, а также далеко за ее пределами. Да, ну что, давайте пробежимся кратко о том, что сегодня ждет в нашей программе. Кто рано встает, тот знакомится с дворником. Мы расскажем об образцовом дворнике Сайсарского округа. Также завершается голосование по конкурсу благоустройства. Какой объект лидирует, по какой набережной хотят прогуливаться горожане и какая новая достопримечательность появится в скором времени, мы поговорим об этом с нашим гостем студии. Дачный сезон в самом разгаре. Что можно посадить на своих грядках и теплицах, мы узнаем в полезной рубрике. Увидим необычную коллекцию артефактов, которая хранится в Ленске у настоятеля храма святителя Иннокентия Московского, отца Анатолия. Ну и, конечно, друзья, мы напоминаем, что работаем в прямом эфире, а также призываем вас участвовать в нашем эфире. Вы можете свои поздравления своим близким отправлять на наш номер 8 914 273 44 88. Ну а также можете подписаться на наш телеграм-канал. Чтобы его найти, нужно в поиске телеграма написать «Утро Якутии слитно». Туда тоже можно отправлять ваши поздравления, мы их зачитаем обязательно в прямом эфире. Но сейчас я предлагаю узнать, какая погода за окном. По данным ГИС-Метео, в центральных районах в это утро 7-10 градусов тепла. В заречной группе от 1 до 8 градусов со знаком плюс. В южных в это утро в Нерюнгри плюс 3, в Алдане плюс 4. В Вилюйской группе 2-8 градусов выше 0, в Нижнеленских 8-9 градусов со знаком плюс. В западных от 6 до 11 тепла. В Колымо-Дигирской группе Улусов в это утро в Хану прохладно, минус 1 градус. Более теплее в Среднеколымске, плюс 10 градусов. В Янских от 3 до 10 тепла, на северо-западе минус 7 в это утро в Тикси и плюс 8 в Оленьке. А в городе Якутске температура воздуха на 6 часов утра составила 8 градусов выше 0. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-восточный дует со скоростью 3-8 метров в секунду. В течение дня синоптики обещают нам день без осадков, плюс 15-17 градусов. С каждым днем, да, мы чувствуем приближение лета. И, кстати, я среди своих знакомых, да и вообще, выйдя по городу, я видела, что многие уже предпочитают как раз-таки те самые пешие прогулки, потому что это действительно вот насладиться улицами любимого города, погулять с семьей на площади, это дорогого стоит. Да, действительно, но даже если вы решили рано утром отправиться пешком на работу, есть люди, которые встают еще раньше для того, чтобы привести улицы в порядок. Уже середина апреля во всех округах города Якутска проходят субботники по уборке территорий. В этом году город закупил 18 подметальных машин для дворников. Они были им переданы. И вот мы сейчас находимся в сквере Матери, где сейчас проходит уборка. Егор Тараторин перед работой тщательно проверяет технику. Ежедневно дворники выходят на работу в 8 часов утра и начинают убирать город. У Егора Егоровича дворницкий стаж небольшой, всего 4 месяца, но уже он входит в число образцовых дворников. Бойко вращается щетка, быстро заметается мусор. Егор Егорович отмечает, подметальные машины намного облегчили труд дворников. Увеличилась скорость и продуктивность труда. При движении машины вращается щетка, сметающая мусор и пыль. Техника оснащена вакуумной системой, которая собирает мусор в специальный контейнер. Егор Егорович, пока работает техника, бросает в сторонку главный свой инструмент – классическую метлу. И отмечает, вопреки расхожему мнению, летом работа дворника, наоборот, пыльная. Ваш труд облегчился, когда появилась эта машина? На 100% облегчился. Легко с этим убраться. Ну, сколько она весит, эта машина? Она тяжелая? Нет, легкая. Так. И каким образом она работает? Вот, на эту скорость поставляю. Вот.
Подметальные машины отлично справляются с очисткой поверхности от мусора, снега, листьев, песка и пыли. Однако мусора в Якутске всегда было много. Начиная с апреля еженедельно проводятся общегородские субботники, где участвуют не только управы и разные организации, но и сами жители. Например, только в Сайсарском округе было проведено 7 субботников, на которых вышло более 1000 человек. Жители убирали мусор на Стригеляцком шоссе, на Вилюйском тракте, в районе птицефабрики и на Чучурумране. Было собрано 1335 мешков сухого мусора, а также 211 кубов габаритного мусора. Весь этот мусор вывезен. Призываем активно жителей округа принять участие в субботниках. Управа может вам предоставить мешки, инвентарь необходимый, перчатки, а также последующий вывоз собранного мусора. Только с Сайсарского округа за эти субботники было вывезено более 200 кубов мусора. Чистые улицы – главный результат работы. Труд человека заметен, Дворников? Да, заметно. У нас, например, хорошо убирают. Да, все равно. Здесь мы всегда гуляем, здесь чисто. Например, мы всегда каждый день почти гуляем. Все хорошо. В последнее время город какой стал, на ваш взгляд? Чистым стал. Егор Егорович не привык выносить ссоры из избы, но признается, люди не считают город и свой двор своим. Человеческое равнодушие порождает экологическую проблему. Но главное, все можно изменить, если каждый начнет с себя. Не мусорили. И что соблюдали чистоту. Пока работают подметальные машины, с утра дворники успевают пройтись по нескольким улицам, чтобы горожане, проснувшись утром в летний солнечный день, шли на работу или на учебу по чистым и непыльным улицам. Ирина Григорьева, Павел Пахомов, Якутск. Ну, как говорятся, чистые улицы – это глаза города. Совсем скоро уже завершится голосование по поводу отбора общественных пространств для благоустройства в 2023 году на единой федеральной платформе 14.городсреда.ру. У остальных граждан также еще есть шанс проголосовать за объект, который, по их мнению, следует благоустроить в первую очередь. И сейчас у нас в гостях в нашей студии Семен Афанасьевич Сергеев, главный архитектор городского округа город Якутск. Доброе утро. Доброе утро. Семен Афанасьевич, как идет голосование? По всей России, по всей республике идет, как сказали, голосование рейтинговое, которое проводится каждый год. Честно говоря, по городу Якутску ситуация очень сложная, потому что по республике устанавливается план, по каждому району тоже свой план, но у нас, сами знаете, население очень большое, поэтому надо давать максимум больше голосов. Это, считай, 14% от числа голосующих, это 38 тысяч должны проголосовать. А сегодня проголосовали всего лишь 32%. Поэтому осталась последняя неделя, и каждый житель должен внести свой голос, чтобы нам в последующем была возможность получения федерального финансирования. Из тех, кто уже проголосовал, какие объекты лидируют? По мнению горожан, что в первую очередь стоит благоустраивать? Тут надо учитывать, что общее голосование будет считаться, общий план. И на сегодняшний день по итогам мониторинга, конечно, лидирует набережное озера Сайсары. Второе и третье место занимают две тоже набережные. Это набережная Романа Дмитриева и набережное озеро Теплое. И два сквера там плюс-минус идут рядом. Это сквер Федора Кузьмича Попова и сквер Строителей. А какие вообще объекты были заявлены на этот конкурс? Я, как уже сказал, эти 5 объектов, объекты, которые претендуют на федеральное финансирование, конечно, они те объекты, которые мы за счет местного бюджета не можем благоустроить. Это крупные объекты, набережная Сайсары, наше священное озеро, вокруг которого должно быть полное благоустройство, сквозные велодорожки, пешеходные дорожки, точка притяжения, сквер Матери и спортивный комплекс «Триумф». И вокруг этого все должно быть организовано, люди должны спокойно гулять, выходы на озеро должны быть. Как положено все, и остальные скверы, Романа Дмитриева, это на 202 микрорайоне находится, от площади Победы до острова Хатыстах, рядом с территорией пляжа. Эта дамба тоже должна быть приведена в соответствие. Сквер влюбленных, это на набережной озера Теплое, напротив СВФУ, между двумя мостами, со стороны зала. Этот кусочек тоже предложен для благоустройства.
инициаторы «Кобяйский улус». Почему «Кобяйский улус»? Это произведение Тимофея Сметанина «Лаукут Нургун». Это как Ромео и Джульетта. Да, вот, и предложили вот как раз вот, их отобразить вот на этом сквере. Очень хорошая концепция. И люди вот за него голосуют. И два сквера, это Федора Кузьмича Попова. В прошлом году был юбилей столетний нашего героя Великой Отечественной войны, на Федора Кузьмича Попова, вот как раз на улице на своей, и Дзержинского. Вот. И сквер строителей на улице Жирницкого. Это вот Ефим Жирницкий, это вот наш знаменитый строитель. Возле Кольцевой, вот Пирогова и Жирницкого вот будет расположен сквер строителей. Вот эти 5 объектов, они вот претендуют на финансирование. То есть сейчас, я думаю, важно напомнить, допустим, телезрителям, что каждый голос важен. И вообще вот мы, наверное, как-то привыкли, что в интернете там это так, да, особенно вот в наших соцсетях. Но вот этот сайт 14.городсреда.ру это федеральный, да, сайт? Да, это федеральный сайт. Вот условия Минстроя России по финансированию обязательно вовлечение жителей. И вот 14% должны быть вовлечены. Получается, что если кто-то проигрывает, не обязательно вот стоять в стороне и смотреть, что вот какой-то крупный объект выиграл, и я не буду типа голосовать, да? Но такого не должно быть. Каждый должен нести свою лепту и за общее дело, можно сказать, да? У нас в городе не хватает же общественного пространства, где можно погулять, да? И поэтому всем надо проголосовать вот в эти оставшиеся дни. Осталось буквально неделя. 30 мая как раз-таки завершится голосование, и когда уже мы сможем узнать результаты? 30 мая вот как раз закроется голосование. После этого отобранный проект будет включен в конкурсный отбор Управления архитектурой республики. Соответственно, город распределяет это финансирование. При этом вот учитывает общее голосование. Критериями для отбора как раз-таки становятся вот эти наши проценты выполненные. Поэтому вот надо подтягиваться. Ну да, действительно, осталась одна неделя. Я думаю, сейчас нужно как раз-таки нашим телезрителям напомнить, и где можно проголосовать, за что можно проголосовать, и чтобы мы принимали активное участие. Пожалуйста. Уважаемые горожане, я вас призываю в эти оставшиеся дни, буквально неделю, проголосовать вот на сайте 14.городсреда за общественное пространство, которое вы предлагаете для благоустройства. Не оставайтесь в стороне, давайте в эти дни все вместе проголосуем за наши благоустроенные территории, чтобы таких территорий в городе Якутске стало больше. Семен Афанасьевич, вам большое спасибо за призыв к участию в конкурсе. Я думаю, что наши телезрители, возможно, даже кто-то уже сейчас достал смартфон и уже смотрит и выбирает, какие объекты ему по нраву. Ну а, друзья, мы сейчас прервемся на небольшую паузу и вновь увидимся в нашей студии. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. Российские авиакомпании, выполняющие грузовые перевозки, смогут получить субсидии на возмещение операционных расходов. На эти цели выделили 3 миллиарда рублей. Отмечается, что принятое решение поможет переориентировать имеющийся парк грузовых самолетов на перевозки в интересах российских заказчиков. И с помощью господдержки авиакомпании смогут продолжить выполнять свою основную деятельность, осуществлять техническое обслуживание и ремонт воздушных судов, их страхование, аренду и лизинг. Ранее аналогичное решение приняли для стимулирования пассажирских рейсов на внутренних авиалиниях. На эти цели выделили 100 миллиардов рублей. Жителям Нюрбинского района этой весной по инициативе районной администрации и Департамента по сельскому хозяйству были бесплатно предоставлены более 1000 голов двухмесячных поросят. Ветеринарные врачи проводят профилактические работы. Были единичные случаи простудных заболеваний и отита. Владельцы должны строго выполнять существующие ветеринарно-санитарные требования для свиноводческих хозяйств. Предотвратить болезнь всегда проще, чем лечить ее, поэтому особое внимание нужно уделять профилактическим мероприятиям, таким как своевременное вакцинирование и правильное содержание. Правильное содержание. Дневной свет должен быть
У нас постилка должна быть, меняется каждый раз. Лежак специально должен, постоянно чистая вода должна быть, меняется в день 3 раза. Корм сухой есть, специально у него для поросят соблюдается. Вот. И у нас отит наблюдается. Вот. Из-за вот травмы уха, пробирка. Мы пробирку убрали, восстанавливать, вот, ходить начал. Он лежал у нас вообще в один бок. Из-за вот этого отита он у нас круговые движения делал в одну сторону, где сторона его этого уха. И вот сейчас уже стабильно стал. Вес прибавляет уже потихонечку. Ну а в Ленске в сквере Старожилов прошла экологическая акция «Сад памяти». 40 человек, волонтеры, сотрудники доп. Образования и организации убрали сквер, высадили деревья, 30 саженцев березы, сосны, акации и одну елку пересадили с бульвара Ягнышева. В 2020 году ветераны Ленска здесь уже пересаживали березы, яблони и рябинник. Из 90 деревьев и кустарников прижились не все. Практику озеленения сквера продолжат. Если мы их высаживаем сейчас, да, то есть, они в любом случае будут зелененькие, красивые у нас летом, да, маленького ростика. Но далее мы будем в любом случае ухаживать за ними, смотреть, где-то, может быть, организовывать полив, то есть, не бросим и надеемся, что все-таки плоды у нас будут. И, саженцы нас не подведут, а останутся здесь на всю свою жизнь. Доброе утро всем, кто присоединился к нам, а также тем, кто начинает свой день вместе с нами в эфире. Программа «Утро Якутии». С вами ведущий Руслан Ачиров, Полина Долинская. И, друзья, мы напоминаем, что работаем в прямом эфире, и вы всегда можете участвовать в нашем эфире. Вы можете создавать настроение вместе с нами. Вы также можете поздравлять своих родных и близких, отправлять сообщения на наш номер 8 914 273 44 88. Да и вообще рассказывайте, делитесь впечатлениями, как прошли ваши выходные. Ездили ли вы отмечать Николин день, а может быть, вы все эти выходные провели, глядя на то, как красиво идет река. Возможно, вы провели свои выходные так, как герои нашего следующего сюжета. Всегда готовы. В Амгинском районе жители погрузились в свое пионерское детство. Жители села Балугур, как в далекие детские годы, соревновались в веселых стартах, пели песни у костра, то и дело алые галстуки развивались на груди бывших пионеров. В этот день пионерский костер весело горел и собрал вокруг себя много жителей села. Ведь кто родом из Советского Союза, никогда не забудет свое пионерское детство. А я вот всегда говорила, что лагерь на лето нужен не только детям, но и еще и взрослым. Допустим, можно устроить лагерь тематический, допустим, как придумали в Амге. Да, действительно, допустим, взял отпуск летом и поехал, записался в лагерь. Записался в лагере, сидишь вечером у костра, дискотека вечерняя, опять же, делишься впечатлениями, рассказываешь, кем ты хочешь стать, когда вырастешь, даже когда взрослый. Когда постареешь. Кажется, у Полины возник бизнес-план, друзья, да? Не перехватывайте, если что, помогите. Я думаю, очень хорошая идея. Я даже вспомнил, что, по-моему, в какой-то области в России делали детский сад для взрослых. Или это был какой-то один день. С послеобеденным сном? Обязательно. Отличная Полная идея. программа. Отличная идея. До обеденного сна и до обеда нам, в принципе, далеко, потому что мы начинаем свой день. Кстати, самое время узнать, какой же день на календаре. А сегодня 23 мая и отмечается Всемирный день черепахи. Этот необычный праздник, он зародился в 2000 году по инициативе Американского общества спасения черепах. Эта организация была основана энтузиастами еще в 90-х в Малибу, в штате Калифорния, США, для сохранения популяции черепах, живущих в окрестностях города. И цель праздника стала привлечение внимания общественности к проблеме гибели большого количества черепах из-за соседства с людьми. В этот день во всех местах обитания черепах проводятся акции, во время которых добровольцы спасают животных. О других датах и событиях прямо сейчас. На календаре 23 мая. Сегодня Всемирный день черепахи, животного, символизирующего мудрость, богатство и долголетие. Этот день отмечают во многих странах мира. По народному календарю сегодня Сейман Пасев.
В этот день нужно было пройти по земле босыми ногами. Говорили, что земля может поделиться своей силой с человеком. Также День Симона считался на Руси лучшим временем для поиска кладов, а также для сбора лекарственных растений, в том числе корений. Этот день в истории. В 1592 году, 23 мая, в Венеции инквизицией арестован Джордано Бруно, обвиненный в ереси. Бруно отказался признать ложными главные из своих теорий и был приговорен католической церковью к смертной казни, а затем сожжен на костре на площади Кампо-де-Фьюре Рима в феврале 1600 года. Последними словами Бруно были «сжечь не значит опровергнуть». В 1949 году в этот день была образована Федеративная Республика Германия. 23 мая был опубликован и вступил в силу основной закон Конституции Республики. Этот день и считается днем образования ФРГ. 19 лет назад в этот день Москва официально вступила в борьбу за право проведения Олимпийских игр 2012 года. Это решение было принято на Олимпийском собрании. Однако столицей 30-х летних Олимпийских игр с перевесом всего в 4 голоса тогда стал Лондон. Впоследствии Россия все же выиграла тендер на проведение 22-й зимней Олимпиады, которая прошла в Сочи в 2014 году. 23 мая родились Карл Линней, шведский врач, натуралист, создатель единой системы растительного и животного мира. Григорий Чухрай, советский кинорежиссер, сценарист, педагог, народный артист Советского Союза. Виталий Вульф, российский искусствовед, телеведущий, переводчик и критик. Также в этот день родился Михаил Багдасаров, советский российский артист цирка, дрессировщик хищных животных. Анатолий Карпов, российский шахматист, 12-й чемпион мира по шахматам. И Лариса Гузеева, советская российская актриса театра и кино, телеведущая. Именины сегодня у Василия, Кирилла и Таисии. Конечно же, поздравляем всех именинников. Если у вас сегодня день рождения, мы от души желаем вам хорошего дня. И у нас есть поздравления на нашем номере. Здравствуйте! Всем пора летний сезон и начинается. Поздравляем жителей республики, а в том числе наших родных, детей, внучку с Николиным днем. Всем привет! Галина, Легентей, Титовы. Да, действительно, между прочим, вчера в нашей республике прошел Николин день, который отмечают 22 мая, потому что по якутскому календарю это день, когда наступает якутское лето. Более подробнее мы расскажем, как мы, наша съемочная группа, этот Николин день отмечали. Ну, а лето – это, конечно же, период разных посадок, прополок, и вообще дачный сезон он сейчас в самом разгаре. Многие уже успели съездить на свои участки, посмотреть, чего не хватает или что пришло в негодность, провести порядок, навести уборку, ну а также где и что в этом году можно посадить в грядках и в теплицах. Георгий Оларь, садовод-любитель, поделится своим многолетним опытом и посоветует, какие сорта овощей и ягоды наиболее подходят для нашего климата и как можно скорее получить урожай 2022 года. Один из самых хороших сортов, который он есть, фирма Седек, это полярник. Полярник. Вот. Да, он неприхотлив к погоде, там дожди идут, солнца много, или это все равно урожай. Он сантиметров 50-60 высотой, но очень обильный. Плоды крупные, до 150, даже иногда 180 грамм. Потому что это я 3-й год его высаживаю, и я такой доволен. Джина есть хороший сорт, вот он такой. Плоды крупные, но он высокий, он в теплице и в грунт выращивается. Но на улице, мне кажется, он лучше, у него плоды очень намного нежнее, вкуснее. Ну, на улице вообще каждый овощ, он намного лучше и вкуснее, чем этот. Вот этот земляника у меня, этот сорт Сашенька, безусая, ну, она плоды, у нее ягодка маленькая, там где-то 10-8 грамм. Но зато очень урожайная и там по 70 ягод может быть на кустик. Для малышни, если кто-то есть, вот внукам, бабушкам, обязательно возьмите такой сорт, сажайте. Да, земляника это вот именно. Безусая. Тут это сорта Настенька, это тоже Сашенька, это Лизонька. Тоже очень ранний сорт. Запомните раз и навсегда. В наших условиях они не сохраняются. Там говорят, что держат эти морозы. Нет, я вон садил. Вы же видели, когда мы снимали, съели. Я их и накрыл, все замерзло, ничего не сохранилось. Накрыл и бумагой, и это бесполезно. Суровые зимы. Перец этот богатырь,
Ну, я, как всегда, подарок Молдову, потому что как-никак с Молдавии парень, и для этого хвалю его за... Он очень вкусный, раннеспелый по сравнению с другими сортами, и идет фаршировать, всякие салаты готовить, очень вкусно. Вот, посмотрите, вот я сделал тоже такой же пакетик с этого, да, высаживаете их прямо на грядке, тепла, холод не идет снизу, она развивается, корневая система, все вот это формируется очень большой, потому что он не ограничен в этом пространстве. И потом я уже 25-го буду своих огурчиков кушать. Этот облепиха очень хорошая, это чуйская называется, на Алтае растет, вот такой сорт продолговатый, очень вкусный. А этот сорт лохта, тоже укореняю саженцы. Вот это я обрезал чубуки, вот этот, и укореняю их. Малина ремонтантная. Вот в перспективе мы все должны заниматься, для нас, для Якутии, мне кажется, этим надо заниматься. Большинство, в каждом огороде должно быть хотя бы минимум 10 кустиков такой ремонтантной малины. Она не боится заморозков. Осенью подстриг ее под землей, над уровнем земли. Снег выпал, и весной, ранней весной, но одно единственное, что ранней весной надо ее сделать парничок, чтобы она пробудилась, и оставлять, и тогда она успевает поспевать в наших условиях. Уже ягода вкусная будет в конце августа. Ну и сентябрь. Зато мы соберем 3-4-5 килограмм с каждого кустика. Вот она вот это. Это называется у меня похваленка. Конек-горбунок есть и карамелька. Мы, если высадим в этом году малину, она уже даст плоды? В этом году, да. В этом году даст. А на будущий год еще больше, потому что у ней корневая система формируется больше, питания будет, она пустит. Но все равно мы должны оставлять 6-7 вот таких вот, смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот эти все, остальные надо отрезать, укоренять их и подготовить на следующий год, чтобы ты разумножил этот сорт. Да, хотелось бы поблагодарить Георгия Уларь. Я думаю, что мы будем его часто видеть в наших рубриках, посвященных саду и огороду. И, кстати, наша постоянная рубрика «Советы юриста» всегда рассказывает о новых изменениях, которые также касаются дачников. Ну а сегодняшний выпуск у нас посвящен новым штрафам. Доброе утро, дорогие друзья! Вот и долгожданная весна в самом разгаре, и, конечно, уже вовсю начался дачный сезон. Чтобы дачный сезон прошел успешно, мы сегодня с вами поговорим о штрафах. Да, есть такие неприятности. Итак, за что же могут оштрафовать? За шашлыки на участке штраф от 2 до 4 тысяч. Да, вот так вот нужно соблюдать меры предосторожности. Штраф грозит дачникам, которые установят мат-газ слишком близко к дому. Расстояние до дачи должно быть не менее 5 метров. Зона очистки от сухости и поленницы, забора и беседки до 2 метров. Не забываем, что близко к соседям также не ставим. На свободной территории за дачным участком также нужно быть осторожными. А просто жечь костры в лесной территории также запрещается. Поэтому будьте внимательны, чтобы ваши шашлыки прошли приятно, успешно и никакие штрафы вам не грозили. Далее. За розжиг костров на участке штраф составляет аж до 5 тысяч. Будьте внимательны, нельзя жечь траву, убирать мусор, и все это делать на открытом огне. Нужно специальное место, специальная железная емкость, которая также должна быть установлена на значительном расстоянии от поленницы, от строений, от забора, от соседей. Поставить ее нужно также на освобожденном от травы участке, чтобы, не дай бог, не загорелось. Далее. Штрафы также грозят за превращение участка в свалку. Так что, если ваши соседи этим балуются, можно обратиться. То есть нарушаем экологические нормы. Ни в коем случае нельзя хранить на открытой земле железо, какие-то отходы, мусор. Это все запрещается. Также нужно быть осторожными, потому что есть штраф и за нецелевое использование земельного участка. Он аж до 20 тысяч рублей. То есть знаем, что у нас либо под дачу, либо под строение, и используем по назначению. То есть нельзя там ни производство разводить, ни машины мыть, ни еще что-то добывать. Внимательно относимся к устройству колодца. Его также нужно регистрировать, потому что если вы добываете воду, то это незаконное пользование недрами, и штраф составляет до 5000 рублей. Тоже нужно быть внимательным, какой колодец можно поставить, нужно ли его регистрировать, какую воду добываем, какое назначение она имеет и так далее. То есть нужно быть внимательным. Вот такие штрафы у нас есть на дачных участках. Если вы планируете активно его использовать, пожалуйста, их соблюдайте, и ваш дачный сезон пройдет успешно.
В минувшие 2 года в организацию детского отдыха серьезные коррективы внесла пандемия. И на это лето большие надежды возлагают как дети, так и взрослые. В Алданском районе наиболее массовым направлением останутся пришкольные площадки дневного пребывания. В 2 смены будут работать Томодский лагерь «Берег дружбы». Ожидается, что этим летом организованно отдохнут более 4000 школьников. Родители, чьи дети выйдут на отдых за пределы района и республики, смогут также получить компенсацию. Уже утверждена программа летнего оздоровительного отдыха детей. На территории Алданского района будет открыто 19 летних площадок при образовательных учреждениях. И после 2-летнего перерыва начнет свою работу летний оздоровительный лагерь круглосуточного пребывания детей «Берег дружбы». Летние площадки у нас открываются с 1 июня. А первый сезон на «Береге дружбы» начнется с 20 июня. Глава Якутии исполнил новогоднее желание юного нерюнгринца. А 10-летний Рома Дроздов мечтал посетить московский метрополитен. Еще в декабре мальчик стал участником новогодней акции «Елка желаний» всероссийского благотворительного проекта «Мечтай со мной». Роме, как настоящему ценителю поездов, подготовили экскурсию по городской подземке. А в центре профориентации метро Рома смог сесть за пульт тренажера и почувствовать себя настоящим машинистом. Звуки метро для Ромы словно мелодия. Он настоящий ценитель городской подземки. В свои 11 мальчик знает все названия московских станций, помнит каждую линию метрополитена, ориентируется в метро лучше любого взрослого. Как куда доехать, где на какой станции перейти, поэтому я абсолютно спокойно и уверенно с ним себя чувствую. Он ваш верный компас. Это 2GIS, я его называю 2GIS. А еще Рома – фанат электропоездов. Вот номерной делится он с нами. А вот новенький – Москва-2020. Рядом и любимая модель – Русич. В музее метро мальчику было на что посмотреть. Ром, а где катаются русичи? Арбатска, Покровской, Филевской и Сокольнической. Замечательно. Рома – особенный ребенок. У мальчика расстройство аутистического спектра. Он, как и многие дети дождя, воспринимает мир пятнами, выделяя его отдельные фрагменты. Поездка в Москву для семьи Дроздовых стала настоящим подарком и на шаг приблизила мальчика к мечте – стать машинистом поезда. А перед тем, как отправляться, да, нам обязательно нужно закрыть все двери, иначе поезд не уедет. Ой, смотри, нам сейчас надо притормозить. А затем из виртуальной кабины Рома переместился в реальную. В электродепо Измайлова мальчик сел за штурвал настоящего поезда, своего фаворита Русича. А как назад ехать? Там другой машинист в кабине. Кем ты сейчас? Машиниста. В настоящем поезде. Это не игрушечное. Это все серьезно. Здорово? Здорово. О мечте мальчика посетить московское метро еще в декабре прошлого года узнал Айсен Николаев. Рома вместе с мамой в рамках акции «Елка желаний» написали письмо, в котором рассказали о заветной мечте. Уже в Москве мальчик поделился впечатлениями со своим волшебником, взял навстречу и игрушечный поезд. Теперь с ним не расстается. А на каких ты поездах ездил? Расскажи. На Москва-2, Москва 2020 год. Еще на каких? Номерном. Приятные сюрпризы на этом не заканчиваются. В Москве Рому и его маму ждет еще один подарок – курс поведенческой терапии. Это необходимо для реабилитации ребенка. Интенсив продлится 2 недели. В день запланировано по 5 занятий. Айсен Сергеевич, получается, осуществил нашу мечту. Это благодаря вот этой всероссийской акции «Елка желаний». И у нас получается, что Щегеняк Роман Михайлович, это глава Нерюнгринского района, решил исполнить еще, получается, мою мечту. Ну, поэтому у нас двойная радость, двойное счастье. На поездку в московском метро. Кому? Ростову Роману. А это кто? Это ты. Айсена Бурнашова, Джур Березкин, Вадим Барашков, Ирина Кичигина, Москва, Нерюнгри.
Действительно, когда ребенок начинает верить в чудо после того, когда чудо в его жизни происходит. И я думаю, в дальнейшем как раз-таки у этого мальчика хорошее очень будущее, перспективное, потому что он загорелся, наверное, с самого вот этого детства, когда он действительно побывал в метрополитене, еще и посидел за пультом машиниста. И вообще такие вещи, они не проходят бесследно. Но и каждая вещь, она в жизни нашей оставляет на себе отпечаток какой-то истории. Те же самые иконы, монеты, кресты, часословы, гильзы и многое другое. И вот необычная коллекция артефактов, имеющих отношение к христианской религии, хранится в Ленске у настоятеля храма святителя Иннокентия Московского отца Анатолия. Старинные экспонаты из Херсонеса, Иерусалима, самых разнообразных городов России. География этой коллекции очень обширна. Все началось, во-первых, с того, что я по первому образованию историк, закончил Якутский госуниверситет, ИСФАК, и у меня с самой юности была такая тяга к старинным вещам. Я мечтал стать археологом, даже проходил практику неоднократно археологическую у нас в Якутске, но вот археологом меня не стало, а такая тяга к старинным вещам, к истории, она сохранилась. И, естественно, есть тяга к церковным вещам, потому что я священник, человек религиозный. Вот эта монета полфоринта, это монета византийская, то есть это период такой поздней античности, раннего средневековья их начали выпускать, насколько я помню, в V веке. Я эту монету приобрел, потому что на ней изображение креста есть. Это одно из самых первых изображений креста вообще на монетах византийских. Это государство только стало христианским. Вот эта вот монета тоже очень интересная. Это монета, которая называется лептой. И именно вот эту монету вносили на пожертвование в ячейки пожертвования Иерусалимского храма, про которую Господь сказал, женщина, когда внесла эту монету, это мелкая монета, примерно там вроде нашей копеечки или полкопеечки, полушки нашей вот, русской. Но вот женщина внесла эту монетку, а Господь Иисус Христос сказал, что она положила больше, чем там тот мужчина, который положил золотую монету, потому что она дала это от своей бедности. Вот как раз та самая лепта знаменитая, которая стала основой одной из наших русских поговорок «нести свою лепту». Но евангельскую историю воспринимаешь совсем по-другому, когда берешь вещь времен Христа, в своих руках подержишь. Вот, А где вы их приобрели, вот эти монеты? Вот эту монету в Иерусалиме. Ну что, продолжим эту тему и сейчас плавно перейдем к новостям культуры. Здравствуйте, с вами «Культурные новости», ваш проводник в мир прекрасного. Со 2 по 8 июня в Якутске пройдет фестиваль современного искусства «Территория Якутск», призванный содействовать развитию культурной жизни регионов Сибири и Дальнего Востока. Фестиваль проводится в рамках мероприятий, посвященных столетию с момента образования Якутской ССР, и представит насыщенную событиями неделю современного искусства. Откроется фестиваль 2 июня спектаклем молодого режиссера из Санкт-Петербурга Кирилла Люковича «Картон». Центральное место в программе фестиваля займут показы спектаклей победителей 7-го конкурса региональных театральных коллективов «Полюс. Золотой сезон». Драматический театр города Шарыпово представит спектакль «Буратино», Мирнинский театр Республики Саха-Якутия спектакль «Азор», а театр юного зрителя Республики Саха-Якутия 8 июня в 16:00 сыграет спектакль «Хроника безумия» по роману Федора Достоевского «Преступление и наказание». Еще раз напомню, данный спектакль стал победителем фестиваля «Полюс. Золотой сезон». Министр культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия Юрий Куприянов принял участие в совещании по итогам реализации в 2021 году в субъектах Дальневосточного федерального округа национального проекта «Культура». По словам министра, в 2022 году в Якутии состоится капитальный ремонт 10 детских школ искусств, 5 культурно-досуговых организаций в сельской местности, идет строительство этнокультурного центра в Жиганске, началось возведение Дома культуры в село Кемпендей и культурного центра в село Тымпы. Оба рассчитаны на 150 посадочных мест. Также в планах строительства Центра культурного развития в поселке Нижний Бестях на 300 мест, в который войдет кинотеатр на 50 мест.
Министерство культуры Российской Федерации распространило действие программы «Пушкинская карта» на военнослужащих. И в данный момент решается вопрос о расширении категории участников программы. Об этом заявила заместитель министра культуры Российской Федерации Ольга Ярилова во время рабочей поездки на Дальний Восток. Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Екатерина Алтабаева предложила распространить программу на педагогов, так как не все работники сферы образования имеют возможность посещать культурные мероприятия, отметила сенатор. 18 мая в Музее и Центре Хомуса народов мира презентовали нагрудный серебряный знак для победителей 3-го международного конкурса «Хомусис. Виртуоз мира». Знак украшен 27 циркониями, символизирующими чистоту отношений, целостность народа и богатство Якутии. Посередине знака изображена эмблема Музея и Центра Хомуса народов мира «Земной шар» в кольце Хомуса, показывающая, что варган объединяет народы всей земли. Напомним, что знаменательное событие стартует в Якутске 16 июня с участием более 40 исполнителей из регионов России и зарубежных стран. Международный конкурс реализуется при поддержке гранта президента Российской Федерации. Организаторами выступают правительство Республики Саха-Якутия, Министерство культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия, Музей и Центр Хомуса народов мира в городе Якутске и Международное общество Варгана. На этом наш выпуск завершается. До новых встреч! Как успешно пройти собеседование у будущего работодателя? Как развить свои профессиональные навыки и стать стрессоустойчивым? Об этом мы поговорим с нашим гостем. У нас сегодня в гостях в студии Анна Николаевна Бысейна. Доброе утро. Это руководитель Центра оценки и развития компетенций Северо-Восточного федерального университета. 10 июня в Якутске открывается новый центр компетенций. Можете вы нам рассказать об этом центре поподробнее? Да, 10 июня у нас будет открытие. На самом деле история про эти центры компетенций началась еще в 2020 году по поручению президента Российской Федерации. Но Россия — страна возможностей. Это такой облачный институт развития нашей страны. Создает центры компетенций во всех федеральных университетах. Порядка 40 центров компетенций будут в течение этого года и следующего года открываться. Мы попали в первую волну в Северо-Восточном федеральном университете. И вот 10 июня у нас будет открытие. На самом деле предпосылки для создания таких центров компетенций не связаны с тем, что рынок труда у нас меняется, причем меняется очень быстро, а образование не успевает подстраиваться под требования этого рынка, под требования работодателей. Соответственно, чтобы наши выпускники, наши ребята, студенты адаптировались быстрее на рынке труда, чтобы они были максимально готовы к выходу на рынок труда, создаются такие центры компетенций. То есть это и есть как раз-таки те самые цели и задачи у центра, для того, чтобы только что выпустившийся студент уже смог приступить к какой-то практике по своей специальности, верно? Да, главной задачей является то, что мы оцениваем наших студентов еще на первом курсе, на втором курсе. Мы понимаем, насколько у них развиты те или иные надпрофессиональные компетенции. Возможно, вы слышали такое понимание, как soft skills, мягкие навыки, универсальные личностные навыки. Да? То есть это определенный перечень компетенций, которые отобрали мы для себя, и мы их оцениваем у ребят. Например, это насколько они могут быть стрессоустойчивыми, насколько у них развита коммуникативность, могут ли они работать в партнерстве, в сотрудничестве, насколько они ориентированы на результат и так далее. И после того, как мы с ними оценили, эти в течение обучения они не только получают профессиональные навыки по своей специальности, но и развивают вот эти мягкие, гибкие навыки. А скажите, в чем преимущество для студента и работодателя? Для студента очевидное преимущество, что они будут наиболее готовы к выходу на рынок труда, потому что если разговаривать с работодателями, если разговаривать с бывшими выпускниками, действительно отмечают, что сами выпускники, что порой у них не хватает этих навыков. Работодатели также отмечали, проводилось очень много опросов, круглых столов, много лет это уже обсуждается. А у работодателя какие преимущества? На самом деле, у них будут более подготовленные выпускники, более подготовленные кадры, при этом еще они на самом деле могут обратиться в наш центр оценки и развития компетенций и оставить некий заказ, что
допустим, мое предприятие, да, нужны такие-то, такие-то навыки, такие-то, такие-то специалисты, и мы уже более целенаправленно будем готовить для них кадры. Ну, а вообще среди студентов, как они уже как бы смотивированы? То есть у них есть вот это вот внутреннее успокоение, что после завершения учебы они как раз-таки выйдут работать по специальности? Да, конечно. У нас уже прошло диагностику более 1000 студентов. В университете у нас учатся их 13 тысяч, да, то есть мы только начали. И, соответственно, первые результаты, да, какие могу сказать, у нас очень высокий показатель такой компетенции, как следование правилам и регламентам. У нас. Для некоторых работодателей, например, которые владеют производством, да, то есть очень важно, чтобы к ним приходили выпускники, которые четко следуют регламенту. Ну, например, такие профессии, как журналистика, не знаю, телевидение, да, там же наиболее важны креативные навыки, то есть тут эти ребята немножечко, те ребята, которые учатся на журналистике, им надо немножечко потянуться в сторону креативных навыков. Как-то так это происходит. Ну, большое вам спасибо за интересную информацию. Я напомню, у нас в гостях Анна Николаевна Басеина, руководитель Центра оценки и развития компетенций Северо-Восточного федерального университета. Ну, большое вам спасибо еще раз. Спасибо. Для многих, ни для кого не секрет, что сейчас как раз-таки у нас в республике начался уже ледоход. И в ночь, последняя информация о ледоходе. В ночь с 22 на 23 мая снова отмечено увеличение уровней воды выше критического у гидропоста Кангаласы. Рост уровня воды продолжается утром 23 мая. Подтоплены дворы и жилые дома в Тулаги-Макельдянском наследии. Точное количество уточняется. В заниженных местах вода вышла на проезжую часть, и глава города Евгений Григорьев выехал в Наслек на место паводка. Это последняя информация по ледоходу, которая сейчас очень актуальна. Ну а сейчас мы переходим к другим новостям нашей республики. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. Более 8000 выпускников сдадут ЕГЭ в Якутии. Количество школьников, которые сдадут ОГЭ, свыше 12 тысяч человек. Отметим, что часть санитарно-эпидемиологических требований, которые действовали в прошлые годы, снята. Речь идет о зигзагообразной рассадке и ограниченном количестве людей в аудиториях. Порядок проведения экзаменов в этом году не изменился. В аудиториях и штабе проведения будет установлено онлайн-наблюдение. Помимо учителей и организаторов привлечены общественные наблюдатели. Его называют солнечным поэтом, певцом Родины, природы и любви. Действительно, никто, как народный поэт Владимир Новиков, таким нежным, красивым, богатым якутским языком не описал родную землю. В этом году одному из аксакалов якутской литературы исполнилось 115 лет со дня рождения. Он родом из Амгинского района. Творческий путь начался в 1925 году, а в 1932 году в свет вышла первая книга. С тех пор стихотворения поэмы Владимира Новикова якутские читатели любят, на его произведения сочиняют песни. В литературном музее ученые, литературоведы, родные и близкие народного поэта вспоминали о его жизни, творчестве. Студенты из Северо-Восточного федерального университета показали литературно-музыкальную композицию, а в исполнении ансамбля «Кыл-Саха» были озвучены отрывки из произведений. Выразитель как бы народной души, я бы даже так сказал, очень высокопарно, но на самом деле это так, потому что он основался на народном фольклоре, его, значит, поэзия и конечно, вот Алонхо, Тойон Дягарыма, я вот сразу это вспоминаю, потому что это с детства, со школьной программы, и мне кажется, вот велика его заслуга именно в этом сохранении якутской национальной народной традиции в литературе. Глава Якутии исполнил новогоднее желание юного нерюнгринца. 10-летний Рома Дроздов мечтал посетить московский метрополитен. Еще в декабре мальчик стал участником новогодней акции «Елка желаний» всероссийского благотворительного проекта «Мечтай со мной». Уже сегодня мальчик и его мама в Москве. У семьи прошла встреча с Айсеном Николаевым. Роме, как и настоящему ценителю поездов, подготовили экскурсию по городской подземке. А в центре профориентации метро Рома смог сесть за пульт тренажера и почти
почувствовать себя настоящим машинистом. Для семьи Дроздовых эта поездка – настоящий подарок. У мальчика диагноз аутизм, и исполнение новогоднего желания станет еще одним шагом к заветной мечте Ромы – стать машинистом поезда. Рома аутист, уже осознанно, именно когда я приняла, наверное, годиков 3. Уже я поняла, что ребенок особенный, ребенок был тяжелый очень. Мы очень прошли очень много всякой реабилитации и за пределами республики, и у нас в Суваке мы очень много занимались. Эмоции, они просто такие, как где просто зашкаливает, потому что эмоции невероятные. Он уже говорит, когда уже я стану машинистом. К этому часу это все новости. Хорошего дня. А какой будет сегодняшний день и что нам готовит эта рабочая неделя, мы узнаем далее в нашем гороскопе. Овен, забудьте о прагматизме, чуть больше откровений в сфере любви и раскрепощенности в браке. Вот что поможет сделать атмосферу более спокойной и гармоничной. Неделя благоприятна для начала диет и переходу к здоровому образу жизни. Телец, главное, чтобы цели не нарушали права ваших близких. Порой вы будете не слишком сдержанными в поведении и словах. Больше рассчитывайте на себя, меньше на помощь кого-то другого. Близнецы. Возможно, на неделе не сработает одна из ваших, как казалось, гениальных идей. Перешагните через неприятности, настройтесь на позитив. В конце недели, скорее всего, придется оправдываться перед кем-то из близких людей. Рак. В начале этой недели вам может поступить материальная помощь или предложение, связанное со сферой финансов. В ближайшие дни произойдут приятные перемены в личных делах, устранятся разногласия в браке. Лев. Особенно хорошо будут удаваться дела, в которых можно применить вашу врожденную харизматичность. Не бойтесь слишком настойчиво доказывать свою правоту. Для хозяйственных дел эта неделя подходит не лучшим образом. Дева. Вам следует тщательно оберегать конфиденциальные сведения. Одно неосторожное слово, и ваш секрет будет раскрыт. На этой неделе наступает решающий момент в личных делах. Весы. Избегайте утопичных идей. Верьте фактам, интуиции и тому опыту, что скопили за жизнь. Совещаться с кем-либо не стоит, так как мнение посторонних людей в этот период будет лишено объективности. Скорпион. Собственные демоны на этой неделе могут заставить вас забыть про покой. Прекрасное настроение восстановится, как только начнете больше времени уделять мелочам. Не исключен сюрприз от близких людей, любимого человека или от потенциальных партнеров. Стрелец. Обстоятельства, которые внезапно откроются, требуют неторопливого анализа. Импульсивное поведение не лишено малоприятных последствий. Заключительный период недели – прекрасный момент, чтобы написать или позвонить одному из давних друзей. Козерог. Не забывайте об интересах противоположных сторон. Меньше сомнений в личных делах. Человек, которому когда-то признались в любви, а потом охладели, должен знать жестокую правду. Этот совет касается каждого из жизненно важных аспектов. Водолей. Вам следует любыми путями избегать дебатов. Главное — сохранить эмоциональное равновесие и уверенность в собственных силах. Середина недели порадует тех, кто, как казалось, безнадежно влюблен. Выходные гороскоп рекомендует посвятить только себе. Рыбы. Подумайте, какие дела постоянно откладывали, и приступайте к их реализации. Вторая половина недели, вероятно, потребует ответа на какой-то серьезный вопрос, связанный либо с финансовой, либо с межличностной сферой. Любители экстремального купания в ледяной воде открыли купальный сезон. На городском пляже города Якутска состоялся заплыв моржей. В нем приняли участие 5 любителей зимнего плавания. Как отмечают якутские моржи, они сейчас от купания в проруби перешли к купанию в открытой воде. Пока заплыв, который планировался ко дню полярника, в связи с ледоходом на лени был перенесен. Но, как признаются сами якутские моржи, это их не расстраивает. Ведь они окунались в прорубь и в минус 50. Так что разницы купаться зимой, весной или осенью для якутских моржей практически нет. Я бы про таких людей пела бы песню «Что мне снег, что мне зной». Абсолютно согласен. Потому что они купаются абсолютно в любой сезон, и они не особо расстраиваются, когда дождливое лето или очень холодная зима, но зато какое у них крепкое, якутское, как наш алмаз, здоровье. Вот действительно молодцы.
Действительно. Ну, а мы бы хотели сейчас обратиться к нашему планшету, на который пришло поздравление. Доброе утро, Якутия. Поздравляем сестру Альбину с днем рождения. 22 мая у нее был день рождения в Николин день. Поздравляем всех якутян с долгожданным наступлением лета, отпусков с Николиным днем. Ну а как раз уже завтра, 24 мая, в прямом эфире нашей программы вы узнаете, как у нашей съемочной группы прошел Николин день. Как мы готовили суп из утки, с чего начинается утро у коров, а также где сейчас можно получить свежевыжатый фреш из березового сока. Так что, друзья, будьте завтра с нами здесь же на телеканале Якутия-24 и НВК Саха. Встретимся в прямом эфире и увидим много интересного и полезного. Ну что, действительно, я, к сожалению, не побывал на Иланке, но наши ребята съездили. Очень много у них интересных эмоций, которые будут переданы, конечно же, в наших сюжетах. Ну а мы напоминаем, что Николин день по якутскому календарю – это начало лета, и я сейчас хочу рассказать вам о погоде на сегодняшний день. По данным ГИС-Метео, в центральных районах в это утро плюс 7, плюс 10 градусов. В заречной группе 1 градус в Амге и 8 градусов в Мале. В южных в Нерюнгри 3, в Алдане 4 градуса тепла, а в Вилюйской группе от 2 до 8 со знаком плюс. В Нижнеленских 8-9, в западных 6-11 градусов тепла. В Колымо-Индигирской группе Улусов в Хану в это утро прохладно, минус 1 градус и плюс 11 в Среднеколымске. В Янских 3-10 градусов со знаком плюс, а на северо-западе более холодно сегодня. В Тиксе минус 7, в Оленьке плюс 8. А в городе Якутске температура воздуха в 6 часов утра составила 8 градусов. В течение дня существенно без осадков. 3,8 метров в секунду северо-западный ветер. Днем плюс 15, плюс 17 градусов. Ну что, друзья, до новых встреч в эфире. До завтра.